Семья Рахмона в своем репертуаре. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что может означать назначение дочери Эмомали Рахмона на должность посла Великобритании. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Третья дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Рухшона Эмомали, в середине декабря была назначена на должность посла в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Что же означает это назначение и что можно ожидать от этого? Указ о назначении Рухшона Эмомали был опубликован 15 декабря. На этом посту дочь Эмомали Рахмона сменила Масуда Халифазода, который занимал кресло с сентября 2018 года, а до этого был заместителем начальника главного консульского управления МИД Таджикистана. До Халифазода послом Таджикистана в Великобритании был опытный таджикский дипломат Эркин Касымов, который работал еще в системе МИД СССР. На фоне своих предшественников Рухшона Эмомали представляется менее опытной, будучи женой небезызвестного в западной прессе таджикского бизнесмена Шамсуло Сахибова, которого считают одним из основных монополистов на внутреннем рынке Таджикистана. Успешно пользующийся родственными связями с президентом, ее фигура представляет особый интерес. Независимый эксперт из Душанбе Абдумалик Кадыров полагает, что за этим назначением не стоит какая-либо стратегическая цель. Я думаю, что, как и в других государствах, президенты назначают своих родственников на разные должности. Так и произошло и в данном случае. Некоторые думают, что таким решением власти хотят задавить оппозицию в Европе. Но я не считаю, что такое решение может быть эффективным, считает эксперт. Он отмечает, что в европейских странах свобода и права человека ценятся выше политической целесообразности. В открытых источниках информация о Рухшоне Эмомали достаточно ограничена. Известно, что она является третьей дочерью Эмомали Рахмона. В 2016 году работала в посольстве Таджикистана в Лондоне. С 2017 года назначена на должность замначальника управления международных организаций во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана. Рухшона Эмомали также является автором книги «Основы дипломатической службы». Она замужем за Шамсуло Сахибовым, который известен как владелец многопрофильной компании «Фарос». Под зонтом этой компании до недавнего времени функционировали фирмы в сфере транспорта, строительства, торговли, металлургии, туризма, гостиничного бизнеса, здравоохранения, СМИ, образования и в банковском секторе. За последние 11 лет «Фарос» создал 58 отдельных предприятий. Ранее в распоряжении корреспондентов оказались документы, подтверждающие, что 46 компаний, принадлежащих «Фарозу», продолжают функционировать. Сахибова в западной прессе критикуют за создание искусственной монополии и лоббирование бизнес-интересов своей компании через использование семейного положения. Его родственники указывают, что он бескорыстно поддерживает спортсменов и вносит в свою лепту в экономическое развитие страны. Но так ли это на самом деле? А как вы относитесь к тому, что семья Эмомали Рахмона поджимает под себя все в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Российский политолог Юрий Борисов, который исследует политические режимы в Центральной Азии, отмечает, что Эмомали Рахмон при назначении своих близких родственников обычно руководствуется двумя критериями. Либо это личное желание детей, либо это та должность, которую он никому не доверяет. Если второй вариант имеет место быть, то, возможно, ее присутствие нацелено на создание определенных условий для первой семьи или форс-мажорных обстоятельствах. Учитывая, что происходит в Казахстане, ситуация в странах региона имеет очень непредсказуемый характер, полагает Борисов. Он отмечает, что Великобритания, возможно, одобрила ее кандидатуру вопреки репутационным потерям для того, чтобы поддержать хорошие отношения с соседней с Афганистаном страной, из которой могут исходить угрозы, в том числе и Лондону. Однако, по словам политолога из Душанбе, который не пожелал указать своего имени, должность посла в политической системе Таджикистана имеет номинальную роль, что понимают и на Западе. Во всех этих посольствах послы просто исполнители. Внешняя политика формируется в администрации президента, идет в МИД, и дипломаты ее реализовывают. На Западе на это смотрят как на самое обычное назначение, которое систематически происходит со стороны авторитарных лидеров Африки и Латинской Америки, отмечает собеседник. По его словам, каких-либо последствий от этого решения ожидать не стоит. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон систематически критикуется со стороны своих оппонентов в непотизме и монополизации власти. У него 7 дочерей и 2 сына. Его старший сын Рустами Эмомали является председателем Маджлиси Милли Верхней палаты парламента Таджикистана и мэром Душанбе, а все остальные дети занимают различные должности, которые влияют на развитие страны. А как вы относитесь к такой монополизации власти? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!